Немногим сирийским мигрантам посчастливилось жить в подобных условиях. Это дом барона. Вместе с венской семьей, принявшей их в свой дом, Амир и Саид накрывают на стол к обеду. Вокруг царит роскошь. Но дел на кухне предостаточно. Амира помогает хозяевам дома приготовить спагетти болонезе. По-моему, достаточно или нет? Я думаю, нет. 1 кило? 2 месяца назад их поселила здесь христианская благотворительная организация. Они считают себя счастливцами. Однако они не хотят оставаться гостями. Они надеются на настоящий дом. Каждому хотелось бы иметь свой собственный дом, свое личное пространство. Нам необходимо дождаться полного оформления документов. Конечно, нам здесь очень нравится, но нам нужно обзавестись своим уголком. Последний раз мы виделись с Саидом и Амирой в сентябре. Покинув Сирию, пройдя через Ливан, Турцию и Балканы, они оказались в австрийском лагере беженцев. Их поселили в палатке, по 8 человек в каждую. Мы познакомились с ними в августе в Македонии и под палящим солнцем последовали за ними на север по направлению к Сербии, где они оказались в толпе других людей, ожидающих своей очереди у центра регистрации беженцев. Мы устали, мы очень устали. Здесь все устали. Нам необходимо выстирать одежду, помыться. Я неделю не чистил зубы. Вскоре после этого Саиду удалось пройти без очереди, сказав сербским служащим, что Амира беременна. Впоследствии он признался, что соврал. За обедом в Вене Амира делится со всеми радостной новостью. Она на 5-м месяце беременности. Это мой ребенок, мой первенец. Это не обман. Теперь это правда. После обеда хозяин дома отправляется к себе в кабинет. Ульрих, барон фон Зас, принадлежит к знатному немецкому роду. Во время русской революции 1917 года его отец покинул родовое гнездо, находящееся на территории современной Эстонии. Вооруженные винтовками большевики окружили наш дом. Моей семье дали 2 часа на сборы. Мне не довелось быть беженцем, но жизнь беженца никогда не была мне чужда. В Сирии нет ничего подобного рождественскому базару в Вене. Будучи мусульманами-суннитами, Саид и Амира всегда отмечали Рождество со своими дамасскими соседями-христианами. Они рады, что пришли сюда. Сколько стоит яблоко? 2,50. О покупке лакомств договариваются на смеси немецкого с английским. Их уроки немецкого продолжаются 2 часа каждый день. Несмотря на то, что их заявление на получение статуса беженца пока не утверждено, Саид уверен, что в Австрии их ожидает радужное будущее. В ближайшее время нам предстоит стать родителями, а не просто мужем и женой. Мы готовы на любую работу, любой заработок. По-моему, нас здесь ожидает очень хорошее будущее. Я полон оптимизма. Если честно, я здесь более оптимистичен, чем мог бы быть в своей стране. Как мне не жаль об этом говорить. Саид и Амира прожили удивительный год. Они в безопасности, здоровы и вскоре станут родителями. Но они по-прежнему чрезвычайно зависимы от доброты окружающих. Остается только надеяться, что будущий год подарит им новую возможность изменить свою жизнь к лучшему.